Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем теледебаты на канале АТВ со следующими независимыми кандидатами на пост советников муниципия Камрат. Итак, гости у нас в студии. Илья Минчогла, независимый кандидат, Георгий Митиогла и Дмитрий Марарь, тоже также независимый кандидат. Здравствуйте, уважаемые участники! Рада приветствовать вас в нашей студии. В начале передачи участники представят свои предвыборные программы, затем ответят на вопросы модератора. Всем кандидатам в ходе программы предоставим по 10 минут каждому. В конце программы у кандидатов будет возможность обратиться к избирателям с тем, чтобы убедить их голосовать за свою кандидатуру. Диалог будет проводиться в свободной форме, а я как модератор буду регулировать время. Ну что ж, уважаемые участники, мой первый вопрос. Ваше решение, почему вы решили баллотироваться в совет города? Наверное, Георгий, с вас начнем. Вы уже были в совете, знаете проблемы города, но, тем не менее, вы опять же баллотируетесь в советники. Почему приняли повторное решение? Почему принял решение? Потому что есть очень много дел, которые мы начали за прошедшие 4 года работы совета. Очень много дел мы начали. Некоторые из них мы довели до конца, некоторые остались незавершенными. Но скажу, что за эти 4 года, работая советником в своем районе Залпужья, в работе с людьми, это касается социальных проблем, сталкиваешься с такими ситуациями, что, можно сказать, мурашки по телу идут. Есть люди, есть семьи, которым на самом деле очень тяжело жить и хочется сделать добро в этой жизни. Поэтому в дальнейшем мы сделали очень много, помогали людям, хочется дальше работать, помогать. Вот это вот основная причина, по которой я иду. Сложно сегодня быть советником города? Сложно, потому что пытаясь решить те или иные вопросы, оказать помощь людям, не всегда получается. Иногда получается, что обещаешь человеку, ты уверен, что ты сможешь ему помочь. В итоге сталкиваешься с проблемами, и иногда получается, что ты этому человеку помочь не можешь. То есть решение не зависит только от одного советника? Нет, это не зависит от одного советника, это зависит от всего состава совета. Это зависит также от работы примарии. К счастью, за 4 года последние, то, что мы работали с примаром Николаем Харламповичем, благодаря его отзывчивости и любви к своему народу, к своему городу, он человек тоже неравнодушный, поэтому всячески он всегда подключался, помогал, выделялись денежные средства, где оказывалась иная помощь, и старались людям помочь, выручить их в тяжелых ситуациях, моментах. Многие семьи, где люди нуждались, дети больные в операциях или взрослые люди. Поэтому если есть сплоченный совет, сплоченная команда, то получается работа, есть результат. А если совет расколотый, многие советники где-то преследуют свои интересы, и тяжело работать в таком совете. Спасибо. Дмитрий, ваше решение. Вы почему решили? Вы первый раз баллотируетесь? Да, я баллотируюсь первый раз. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в качестве независимого кандидата в городской совет, так как считаю, что на сегодняшний день нужны во власти молодым ребятам, энергичным. Время меняется, и нужно идти в ногу со временем. Так как мы сегодня видим, что... Вот что-то не нравится вам в городе, вы хотите что-то изменить? В городе много проектов было реализовано. Ну, конечно же, не все... До конца реализовано? Не все, не до конца хотите реализовано. Хотите помочь, хотите внести свой вклад? Конечно, как у нас сегодня мы молодые, энергичные. И мы хотим эту энергию во благо нашего города, чтобы еще больше проектов было реализовано. И я надеюсь, что наш народ сделает правильный выбор 14 июня и выберет вновь примаром Николая Харламовича Дудоглу. И мы сможем сделать наш город еще краше, еще лучше. И гордиться этим городом. Хорошо, спасибо. Илья, ваше решение. Вы почему выдвигаетесь?
Что хотите изменить в нашем городе? Ой, изменить, если говорить о том, чтобы можно изменить или нельзя. Вот, всегда нужно говорить в лучшую сторону, конечно. Предыдущий кандидат сказал так, что очень тяжело изменить что-либо, если нет идиллии в этом совете. И надеюсь на то, чтобы, войдя в этот совет, так как я уже тоже не молодой человек в этом городе. Но баллотируетесь впервые тоже. Баллотируюсь впервые, и, конечно, очень бы хотелось не изменить, а помочь, чтобы улучшить те или иные отрасли, чтобы сферы. Город, конечно, город должен развиваться, иначе я очень много езжу, очень много вижу, где как другие города вообще стоят мертвым грузом. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы наш город стал примером вообще в Молдавии. И не только в Молдавии, а вообще, кто приезжает сюда. Те, которые не были здесь 3-5 лет, они ощущают разницу. И вот очень хотелось бы, коль есть еще немножко силы, чтобы помочь этому городу, помочь примару, которого, как сказать, уже надеюсь на то, что изберут Николая Харлампьевича, и мы надеемся, уверены в этом. То есть вы готовы уже работать с примаром? Готовы. Осталось только дождаться выборов. Да, только чтобы избрали нас. Ага, спасибо. А скажите, вот вы выдвигаетесь в советники, у вас наверняка есть предвыборная программа, вот с какими вопросами вы идете в совет, что бы вы хотели конкретно решить? Вот, Георгий, давайте с вас начнем. Конкретно, что бы я хотел решить, ну, во-первых, чуть-чуть поясню. Весь город разделен на 27 районов, микрорайонов. Это ровно столько количества, и сколько советников входит в наш муниципальный совет. 27 советников. За каждым советником прикреплен свой район. Да, свой район. Я уже ранее сказал, что мой район – это район Заялпужи, район 7-й школы. И конкретно в своем районе я бы хотел, ну, скажу, что есть такое выражение, что дороги – это как сосуды в теле человека, поэтому в первую очередь хотелось бы, чтобы мы улучшили наши дороги. Городские дороги у себя там в своем районе, да вообще по всему городу надо делать дороги. Это большая проблема, но скажу, что будучи уже советником, чуть-чуть знаю ситуацию. Есть проект на ремонт дорог, но есть также проект на проведение канализации по городу. И поэтому мы пока не стали делать дороги, вкладывать деньги в эти дороги, потому что если мы начнем реализовывать проект по канализации, придется эти дороги заново ломать, и это получится выброшенные деньги на ветер. Мы хотим все-таки в первую очередь сделать канализацию по всему городу, уже очистные начали делать, это также один из проектов, который мы не доделали, и надеюсь, что если нас выберут, мы доделаем этот проект, не надеюсь, а уверен. А после этого, когда мы сделаем уже канализацию по всему городу, мы хотим сделать дороги. Есть такой проект. По поводу канализации есть уже инвесторы, или это опять же искать этих инвесторов? По той информации, что мне известно, Министерство экологии уже было готово выделить эти деньги, но так получилось, что были парламентские выборы, потом мы прошли у нас здесь башканские выборы, и, естественно, в этот период не выделили эти деньги пока. Все ждут, по всей стране ждут местные выборы, и после этого, естественно, уже заработает вся страна, заработает вся система. Поэтому одна из первых задач моей предвыборной программы – это дороги. Вторая – канализация водоснабжения, да, это больная тема на самом деле, потому что 1-2 дня нету воды, и тем более, если человек живет на квартире, у него нет колодца, в отличие от людей, которые живут на дом на земле, у которых человек себе заполнил колодец, он пользуется водой, как бы больших проблем он не ощущает, а люди, которые живут на этажах, им сложно в этом плане. Еще один из пунктов моей программы – это детский садик, который начался строиться в 7-й школе благодаря нашему депутату Народного собрания Григорию Ильичу Марарю.
выделяются деньги из регионального бюджета. Садик уже находится на стадии строительства, уже поставили крышу, но остались внутренние работы, работ еще много. Хотелось бы, конечно, это тоже одна из больных проблем на нашем районе, потому что всех детей приходится родителям из-за ЛПУЖи приводить в центр, в садики, потом вечером их надо забирать домой. Ну, это накладно, Поэтому... Как советники, вы чем можете помочь садику? Садику, я думаю, что мы сможем также выделить через примарию определенные средства, тоже посодействовать в строительстве этого садика. Поэтому... То есть не до конца завершается строительство, да? Ну, пока, я думаю, что на данном этапе строительство находится где-то на 30-40%. Работ еще много. Еще один пункт моей программы – это социальные проблемы. Есть, я уже ранее говорил, есть много людей, тяжелые семьи, которым нужно помогать. Естественно, мы не сможем решить всех проблем, потому что, по сути, резервный фонд, есть у нас в Приморье резервный фонд, который был создан при Николае Харлантовиче. Выделяются по возможности, выделяются материальные средства людям. И люди благодарны этому, как можем, помогаем, помогали, я думаю, и будем помогать. Вот эти вот основные эти пункты моей программы. Еще один пункт моей программы – это экология. Сам я очень люблю природу и скажу, что у нас сегодня эта проблема, она назревает, она растет, эта проблема. Я думаю, что если ее не решить, то в один прекрасный момент может произойти взрыв. Экологически у нас окраины засорены мусором, и, к сожалению, люди, жители, мы делаем это. Никто не делает этот мусор, это наш же мусор. Вот эту проблему тоже мы хотим решить, очистить наши окраины, стихийные мусоросвалки, они по всему краю Камрата, поэтому вот это вот тоже один из пунктов моей программы, основных пунктов. Также, порядок окраин, да? Да. В плане экологии я скажу, что леса, нам нужно сажать леса. Вот и многие люди, сельхозработники, сам тоже имею к этому отношение. В этом году у нас идет засуха. Ни для кого не секрет, что леса – это магниты для дождей. Поэтому я считаю, что у нас должны сажать леса, но эта проблема, я насколько знаю, не юрисдикции Приморьи, но это юрисдикции Народного собрания, нашего руководства автономии. Поэтому я думаю, что мы попытаемся обратиться в Народное собрание тоже, чтобы как-то решить эту проблему. Имеют право инициировать, да? Да, мы можем инициировать. В Народное собрание? Народное собрание, да. А вот по поводу лесов вы очень правильно говорите. У нас действительно назревает катастрофа в этом плане. Дмитрий, расскажите вы про свою программу. Ну, как бы обещать тоже много не хочу, потому что... Обещания должны быть реальными. Реально. Лучше за каждое слово нужно будет отвечать и перед избирателями. В первую очередь, почему я решился даже пойти в муниципальный совет, это как бы для меня, для самого больная тема, это дети с ограниченными возможностями. Я не понаслышке это знаю, как бы, потому что у самого ребенок как бы с ограниченными возможностями. Я вот пытаюсь, чтобы этим детям больше, по возможности, чтобы больше внимания уделялись этим детям. Николай Харлантович, конкретно вот помощь в каком плане? В привлечении. У нас есть реабилитационный центр. У нас есть реабилитационный центр «Фиданджик». Много чего не хватает. Примарье помогал, Николай Харлантович всегда никогда не отказывал. Но и открыли, по-моему, реабилитационный центр тоже с его помощью. Да. Привлечение бизнесменов. У нас очень много бизнесменов сегодня, только они сегодня смотрят в политику куда-то пойти. У нас выборы часто очень. Да, у нас выборы часто, и каждый бизнесмен хочет идти в политику. Потому что, ну, вот как-то организовать их, тем более, будучи в совете, имея
мандат советника, я думаю, как Георгий Михайлович сказал, написать и в Народное собрание ходатайство, чтобы этим детям больше внимания уделялось, и каждый, это очень больная тема. Мы едем, аж скажу вам, едем в Кишинев, там реабилитационный центр, 30-40% со всей страны, 30-40% это с Гагаузии дети. И это очень большая сегодня, вот, а это почему происходит? Потому что у нас, вот как я сказал, экология. Мало деревьев. А вот по поводу этих пандусов в городе, это конкретно касается этих детей. Вот каждая организация должна иметь вот эти пандусы возле своих организаций, как вы считаете? Я считаю, что должна. У нас в городе эта проблема есть? Ну, вот. Эта проблема была, сейчас ее начали частично решили. И в дальнейшем будет как бы дальше сразу все сделать. Но вы будете к этому содействовать, потому что дети, конечно, это даже будут от вас ждать. Это даже не обсуждается, потому что они тоже это наши граждане, это наше будущее. Это наше будущее, да. Какое бы оно ни было, но оно наше будущее. Это часть общества, да? Часть общества, и да. Нельзя оставаться равнодушными, это тоже, да, большая проблема. Дмитрий очень хорошо подметил, как бы, пункт своей программы, да, это есть на сегодняшний день такая проблема. Я считаю, что, к сожалению, многим детям нельзя помочь. И родились они такими, такими они вырастут, проживут жизнь, но я думаю, что можно создать специальный фонд и как-то финансово помогать тем же родителям, потому что те же родители в силу вот этой ситуации, они не могут работать и зарабатывать. Поэтому можно создать фонд, но это опять же на уровне региональных властей, для того, чтобы этим семьям выделялась какая-то финансовая помощь. Можно и на местном уровне. Можно и на местном, но... Как Дмитрий предложил, бизнесменов много у нас. Да, да. Очень много. Да. Илья, расскажите вы о своей программе. Что моя программа, да. Что я могу предложить? Я в последнее время ударился в культуру. Такой перепад резкий. Тоже очень важно. От водительского стажа такого, я считаю, большого, кто перешел, возродил ансамбль былой, старую дюзовую, если кто помнит. Да, мы видели. Уже видели неоднократно. Ну и, конечно, тоже столкнулся с многими проблемами, касаемых и медицины, и экологии, и дороги, и везде. Тех же самых бизнесменов, мы сегодня говорим много, без программы, которая должна исходить из примарии. Я думаю, что те бизнесмены только могут ратовать, что мы поможем, но иногда... На словах, да? На словах только, да. Они даже на словах. То есть должна быть какая-то генеральный план развития того же самого города или развития тех или иных структур, которые тех же самых реабилитационных центров, тех же самых домов престарелых и тому подобное. Только таким путем мы сможем посодействовать, помогать действительно, чтобы это дело либо ускорилось, либо шло в нужном направлении. Вот, наверное, это один из приоритетов тех, которых мне очень хочется поучаствовать в этой общественной жизни. Я и так участвую, но хочется поближе, с чем возможно поконкретнее, да. Потому что и вот ребята все сказали о том, что и по соседству, и по улице, везде, и дороги, то. Оно проблема не сегодняшнего дня, и мы ее сегодня тоже не решим. Да. То есть надо идти, взять конкретно одно направление, и вот с этим направлением довести его, может быть, до конца. А так разрываться со всех сторон, я думаю, нет смысла. И ребята правильно говорят, обещать, сегодня может обещать только один Бог, который, Он всемогучий, остальное. То есть постараться максимально вложиться в эту вот жизнь и работать. Спасибо. А вот вы все идете в советники, да? Вот у меня такой вопрос, не знаю, может быть, я новичкам задам. Советник уже наверняка ответит мне на этот вопрос. Вот кто в совете принимает решения, кто исполняет у нас в городе эти решения? И следующий мой вопрос будет, не знаю, может сразу я задам, почему во всем обвиняют примара?
если что-то не решается в городе? Вот на такой вопрос мне ответьте. Давайте вы. Давайте, может быть, знаете, это, наверное, тенденция такая пошла. В Харькове бабушка споткнулась на ступенечке. Виноват Путин, потому что она украинка, он русский. Так и в городе, если у кого-то канализация забилась, виноват примар. Ну, это неправильно, все это прекрасно понимают. Если дерево там случайно вырубили там, или что-то произошло. То есть в ответе должна быть каждая своя структура. Вот я так полагаю, потому что, ну что примар? Примар выполняет свою работу, принимает он выходит с инициативой, значит, совет решает. То есть решение принимает совет? Так понимаем. Я не был там еще, но я так думаю, что... Я полностью согласен, что совет это, как получается, законодательный орган, а примар это исполнитель. И даже там не примар выходит с инициативой, там может любой советник, насколько я знаю, выйти с инициативой. Если его совет поддержит, то примару останется... Примар обязан исполнить. Обязан исполнить, потому что это закон. И я как бы не понимаю вот некоторых наших людей, которые говорят, вот во всем виноват примар. Ну, примар, он должен находить деньги для реализации проекта. А советники не указывают? Может, советники могут и указать, где взять эти деньги? Они могут помочь, в то же самое привлечь этих инвесторов, как я говорил. Помогите нам разобраться, вы советник в этом вопросе. Кто принимает решение, кто исполняет и почему во всем виноват примар? Ну, конечно же, все решения принимаются на заседании совета. Решения, точнее вопросы могут поступать как от жителей города, также различные вопросы, идеи, проекты предлагает примария в своей работе, изыскиваются различные гранты, проекты. На сегодняшний день есть такая система, выделяются гранты, есть такое, даже не знаю, как назвать, называется это контрибуция. Любой грант, он имеет определенную сумму контрибуции, то есть вот эту сумму контрибуции должна внести примария для того, чтобы получить этот проект. Не всегда у примарии имеются средства на эту контрибуцию, потому что иногда бывают очень большие проекты. Естественно, чем больше проект, больше сумма проекта, тем больше сумма контрибуции. Поэтому частично примарии бывают проблемы для того, чтобы выплатить контрибуцию и получить этот грант. Но тем не менее... В этом случае примария может обратиться в исполком за помощью? Может, да. Исполком может помочь? Мы обращались, он не то что может, он должен помочь. И мы обращались, и, к сожалению, с бывшим нашим башканом у нас частенько возникали проблемы. Если мне не изменяет память, сумма примерно 1,5 миллиона лей, 1 600 000 лей контрибуций, которые бывший исполком не выплатил примарии. Примария эти средства изыскивала из своих... И потеряла проекты? Проекты не потеряла, но пришлось напрячься, пришлось, ну, на сегодняшний день пришлось эти деньги изыскивать из своих сборов, из своих, да, из других статей, да, из других фондов, да. Исполняется решение, конечно же, примария. Опять же, консультируясь с соответствующими органами, возьмем, допустим, вот улицу Третьякова, есть очень много споров на сегодняшний день, кому-то нравится эта дорога, кому-то не нравится. На сегодняшний день дорогу еще не достроили, на сегодняшний день выделили еще 500 000 лей на то, чтобы достроить эту дорогу. Но я хочу объяснить жителям города такой момент, что примария выигрывает грант. Дальше примария проводит тендер. В тендере принимают участие строительные компании. Та компания, которая предлагает наиболее подходящие условия, ей и предоставляется возможность построить эту дорогу. Дальше уже контроль за качеством работ проводит строительная инспекция. Строительная инспекция, она уже подчиняется исполкому. Поэтому чуть-чуть неправильно то, что люди, ну, в силу того, что, наверное, люди не знают, и люди в этом обвиняют примарию.
Но хочу сказать, что если кому-то даже что-то и не нравится, то эта вина уже получается стройинспекции, потому что она должна следить за качеством этих дорог. Все претензии предъявляет уже стройинспекция. Ну, скажу, что сейчас после выборов будет произведена экспертиза, где есть ошибки, где есть неточности. Подрядчик должен будет это за свой счет уже исправить. И после выборов, опять же, повторюсь, выделили с центрального бюджета, выделили 500 тысяч лей, и дорога по улице Третьякова будет достроена. Это будет продолжение проекта. Да, да. А скажите, вот у нас в городе есть еще одна проблема, очень важная, вот и нерешенная, пока вот эта уличная торговля по улице Победы. Вот вы как-то видите решение этой проблемы? Вот вы как советник. Ну, скажу, что это проблема, как говорится, палка на двух концах. С одной стороны, да, это чуть-чуть неправильно. Надо эту проблему решать. Но я вам скажу, люди, да, на этой дороге находится очень много людей, которые работают, зарабатывают, не зарабатывают, но они кормят свои семьи, им нужно как-то зарабатывать. Я скажу, что 8 лет я прожил в Кишиневе, и там тоже есть это явление, уличная торговля. Да, оно не в центре, потому что Кишинев большой, районов много, но на каждом районе есть уличная торговля, она существует. Ну, решать, конечно, нужно. Я пока не знаю, как это можно решить. Есть у нас пару рынков, которые пустуют. Они когда-то начинали работать, видимо, не пошла это у них работа, рынки закрылись. Люди не захотели заходить на эти рынки, но эту проблему надо как-то решить. Но просто взять вот так и прогнать людей тоже с дороги, это тоже будет неправильно. Да, да. Надо найти умное, рациональное решение, встретиться с людьми, объяснить людям и потихоньку... Надо предложить, предложить, да, чтобы люди могли дальше продолжить свою работу, чтобы они могли зарабатывать и также прокормить свою семью и жить, как-то жить. Дмитрий, вы согласны с мнением Георгия? Или как вы видите решение подобных проблем? Вы, если будете в совете, тоже столкнетесь с этим? Конечно, проблемами? В первую очередь это нужно предоставить людям место, куда они могли бы пойти вот, с товаром, где они могли бы его продавать, объяснить правильный подход найти каждому человеку. Понимаю, что это будет очень трудно, потому что каждый человек со своим мнением, каждый все знает, как оно должно быть. Решение проблем, я думаю, проблему можно решить. Это расширением дороги, самой дороги. Тоже решение. И люди тротуарным, сами уйдут, да? что на 10-сантиметровой нельзя будет продавать. Но в первую очередь это нужно будет предоставить им какие-то другие условия, чтобы они могли там. Да. Илья, что вы скажете нам по этому поводу? Да, этот вопрос один из самых, наверное, серьезных и сложных вопросов уличной торговли. Я вполне согласен, что люди должны зарабатывать, люди должны кормить свои семьи, а другие люди не должны. Прежде чем что-то, вот получить лицензию на проезд на автотранспорте, давай вот этот документ, давай вот этот, независимо есть, откуда его брать или нет, сделал, попробуй нарушил, наказывают. А здесь люди могут просто приходить, одни, которые просто кормят семьи, другие как-то по-другому, прийти, выставить свои машины с 6 часов утра, не скорая, не дай бог, не пожарная, мы потом будем оплакивать вот это все. То есть здесь, конечно, я считаю, что здесь городские власти должны конкретно вмешаться. Советники? И советники наверняка одни из инициаторов должны быть этого. Конечно, я не предлагаю, чтобы взять этих людей сегодня выгнать. Может быть, оставить, продавать то, которое не портится. Как можно сегодня рыбу на улице продавать? Этот пыль, это брынзу продавать на улице. То есть должны быть отведенные места. Естественно, это я считаю, что это один из самых сложных вопросов. Боже упаси, я не предлагаю, чтобы их выгнать оттуда. Да, предложили очень верно, значит, есть рынки. То есть надо заинтересовать этого человека. Либо там меньше должна быть оплата стоить или что. Или они все равно здесь и на улице, мне кажется, что люди платят за эти свои места. Платят, это отдельный вопрос. Да.
Но, конечно, надо отвести хотя бы продукты питания, те, которые скоропортящие, которые не должны быть сегодня, как можно, еще раз, я не знаю, может быть, я неправильно говорю, но коллеги меня поправят, если я неправильно говорю. Рыба сегодня, пошла жара 30-градусная. Да, она быстро портится. Да, она быстро портится. Ведро воды сверху налили, она только что с моря. Я просто не хочу анекдот рассказывать на эту тему, но... Я бы добавил здесь я еще... очень хотел, я извиняюсь, я вот закончу. Вот есть действительно много мест, наверное, это надо программа в развитии города, чтобы стоянки где-то закупить место какое-то, чтобы эти машины все убрать. У нас улицы, пропускная способность улиц не та, которая ни в Кишиневе, ни в больших городах была. Сейчас загроможденно, сейчас транспорта очень много. И чтобы проехать сегодня по улице Победы, это вы все прекрасно знаете. Я в один день светофор не работал, я на Ленина выехал через 15 минут, это в Камрате. Это не говорит о том, что это пробки начались и здесь. Но потому что стоянки частично вот в центре кое-какие решились. Но есть очень много мест, где наверняка город должен внести какой-то вклад, закупить, сделать стоянку. И те люди, которые торгуют вдоль дороги, они смогут остаться, может быть, но транспорт их не хочет освободиться оттуда. А те, которые скоропортящие, конечно, их надо отводить, потому что мы сами это... Холодильники должны быть. Да, обязательно. А вы хотели добавить? Да, я хотел добавить, что у нас будет в городе только тогда порядок, когда каждый гражданин начнет уважать другого. Когда друг друга начнет уважать, вот тогда только порядок будет. Независимо, советники, примары, простые жители. У нас, вот как сказали, вот скоропортящийся продукт, каждый думает только о себе. Он думает продать и все. Он не думает, что он может там молоко кислое продаст, там ребенок может отравиться или там то, что пыль собирается. А на улице никто не проверяет. А может там корова больная, молоко там, понимаете? Они думают только продать, сделать финансы, сделать деньги. Хорошо, давайте вернемся опять в наш муниципальный совет. Давайте. Поговорим о проблемах, поговорим дальше о полномочиях. Вот как вы считаете, вот эти заседания муниципальных советов, они как должны проходить? Открытые, должны быть закрытые? Кто имеет право вообще присутствовать? Вот с новичков опять начнем, потому что советник, наверное, знает ответ на этот вопрос. Вот, Илья, скажите, вы как считаете? Я вообще не считаю, чтобы заседание совета должно быть закрытого типа. Что-то такое закрытое, значит, там должно решаться такое, что людям неизвестно должно быть про это решение. Это даже вопрос не должен ставиться. Я думаю, что все заседания должны быть открытыми. И наверняка, если есть особо желающие посетить, послушать, посмотреть, значит, он должен попасть на этот совет. Ну, естественно, что решение... То есть советники народом избраны? Конечно. И я лично считаю, если с моего участка, допустим, человек захочет прийти, побывать, поприсутствовать на совете, я скажу, не надо, потому что у нас сегодня закрыто. Мы сегодня будем решать такой вопрос, что никто не должен задать его. Но они не законом предусмотрены, чтобы быть открытыми, так? Они должны быть кристально открытыми, и я считаю, что тот человек, который желает прийти и послушать прямо на месте, увидеть все эти споры наверняка, все эти за и против на месте, чтобы ему легче было понять суть всего вопроса решаемого или как оно решается. То есть только открытыми. Дмитрий, абсолютно согласен, потому что не могут там решаться вопросы в первую очередь города и жителей. Не могут они быть никак закрытыми, это не должно быть. И правильно, что и законом принято то, что открыто. И каждый житель, каждый гражданин может прийти, поприсутствовать и посмотреть на работу тех, кого они выбрали. И как они работают, и отстаивают ли они интересы каждого жителя, отстаивают ли они интересы города. Или свои интересы, да. Георгий, помогите нам опять разобраться. Как проходит совет муниципальный? Заседания совета, они открытые. Всегда, да? Всегда они открытые. Любой человек, который переживает, у нас были такие случаи, за решение его вопроса, приходили, сидели на заседании совета. Были ситуации, когда у нас возникали проблемы, ситуации разные, люди разные. Иногда было пару моментов, где мы выслушивали, приходили обе стороны, скажем, спорного момента. Мы выслушивали обе стороны
После того, как мы их выслушали, мы их просили выйти в коридор, мы уже принимали решение. Естественно, мы тоже люди, и нам не по 15 лет, и объективность у всех присутствует. И мы принимали решение, вызывали этих людей, озвучивали им наше решение, и дальше уже они... в любом случае, знаете, вот в любом случае кто-то остается обижен, кто-то остается довольный. Иногда бывает, что два соседа не могут поделить 30 сантиметров земли, где должна находиться сетка. Один говорит, нет, она здесь, другой говорит, нет, она здесь должна находиться. Ну, к сожалению, оно так. И вот это вот самые тяжелые моменты, потому что как бы ты ни решил, кто-то останется обиженным, а кто-то останется довольным. Поэтому... А вот эти решения советов и вообще органов местной власти, они должны быть где-то опубликованы? Они у вас как, где-то публикуются? Люди должны, вот, вы захотели помниться? Да, где люди могут? На сайте Примарии после заседания совета выставляются все решения совета, и любой человек может зайти и посмотреть. И ознакомиться? Да, и ознакомиться. После совета? Да, после. А до? До совета на сайт выставляются все вопросы, которые будут рассматриваться на данном совете. Поэтому 2-3 дня до заседания совета эти вопросы уже есть на сайте, поэтому тоже люди могут зайти и посмотреть. Дмитрий, ваш ответ по этому поводу, как вы считаете? Правильно работает совет? Конечно, правильно работает. И кому это надо? Это в первую очередь нужно жителям, чтобы они знали, что происходит в совете. Некоторые могут прийти на заседание совета, а некоторые все не могут. Все не могут прийти. И эта прозрачность как бы показывает, что люди на самом деле работают честно, что они пытаются решить проблемы в городе, пытаются решить решают. Потому что мы видим, как Камрат устроился и как он развивается. Если бы они не решали, таким красивым городом он бы не был. Илья, ваш ответ? Тут очень интересный вопрос прозвучал. Конечно, прозрачность, все это, все вопросы, я считаю, что которые выставляются на совет, они наверняка, есть какая-то комиссия, которая решает, выставить этот вопрос туда или не выставлять. Есть профильная комиссия. То есть профильная комиссия, она подсказывает. То есть, естественно, что вопросов, допустим, очень много. Заседание совета тоже имеет какое-то ограниченное время. То есть, допустим, можно выставить сегодня 100 вопросов, а решить только 5. Есть ли смысл выставлять 100 вопросов? То есть, вот эта комиссия наверняка выставляет столько вопросов, сколько может переработать в данный момент совет. И естественно, что если, допустим, 10 вопросов сегодня поставили, может быть, всех 10 человек не могут принять, чтобы они могли поприсутствовать. Но по возможности один из важнейших, я считаю, что те люди, которые захотят увидеть, как их вопрос решается, или же узнать, все это, конечно, есть в информациях. Сегодня все это доступно. И все вопросы, которые решает совет, допустим, вот чуть-чуть не соглашусь с одним вопросом, вот насчет 30 сантиметров земли. Я почему акцентирую внимание, бо у меня у самого, у соседа была такая же проблема. Ну и частично даже я недоволен тем решением, которое принимал муниципальный совет, принимал решение, или вообще горсовет, куда направляли эти вопросы. То есть не надо принимать мою сторону или его сторону, а просто нужно принять правильную, законную сторону, и дальше не на кого обижаться. А когда пытаешься помочь обоим, вот тогда действительно получается, что один виноват, потому что не решили в мою пользу, а другой говорит, не решили в мою. А если взять по закону, то все, закон есть закон. Его не мы писали, его писали все люди, его утверждали все люди, значит, и утверждали те люди, которых мы избирали. Хорошо. Вот такой вот. Спасибо вам за ваши интересные ответы. Ну, а сейчас у вас есть 1 минута, чтобы обратиться к вашим избирателям, чтобы и убедить их, чтобы они проголосовали за ваши кандидатуры. Все зависит от ваших обращений, как вы сумеете их убедить, да? Уважаемые жители всего города и моего региона, голосуя за мою фамилию, за мою кандидатуру, я надеюсь на то, что я вас не подведу.
И постараюсь выполнить по возможности, потому что не говорю 100% обещать тот или иной вопрос, но по возможности постараюсь выполнить все те вопросы, все те обращения, с которыми вы будете обращаться ко мне. Ну вот такое краткое мое обращение. 14 июня выйдите все, пожалуйста, на выборы. Поддержите мою кандидатуру, ну и кандидатуру Николая Харламовича Дудогла, так как есть очень много нерешенных вопросов, которые начаты, которые, значит, одни начаты, другие идут в процессе работы, то есть их всех надо заканчивать. Придя новому человеку, это будет гораздо тяжелее выполнять. Просьба, поддержите. Спасибо. Дмитрий. Уважаемые друзья, 14 июня пройдут новые выборы в муниципальный совет города Камрат. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в качестве независимого кандидата в городской совет, так как считаю, что пришло время идти во власть простым, молодым и энергичным людям, которым предстоит строить будущее. Прекрасно осознаю, что будет трудно, но оставаться в стороне и просто наблюдать не могу и не имею права, так как очень сильно люблю свой город. Иду на эти выборы с одной целью – продолжить созидательный курс, начатый примаром муниципии Камрат, а ныне депутатом парламента, независимым кандидатом в мэры гагаузской столицы Николаем Дудоглом. У нас в городе еще много нерешенных проблем, много социально уязвимых семей. Им всем нужно помогать. Не только в день выборов, а постоянно, что и делала все это время команда, с которой я осознанно иду на выборы. Я не хочу много обещать и многим обнадеживать вас, как это делают некоторые ради получения заветного мандата. Но одно я могу обещать точно, что буду работать честно и прозрачно во благо города Камрата и его жителей. 14 июня призываю поддержать два символа, объединяющих одну команду. Волка – символ национального возрождения нашего народа, и черную лошадь – символ нашего народного примара. Спасибо. Георгий, ваше обращение. Ну, я уже был советником один раз, многие люди меня знают. Хотел бы обратиться ко всем людям, кому я смог помочь, кому я не смог помочь. Было сделано очень много работы, кто-то доволен, кто-то обижен. К сожалению, не удается решить всех проблем, но иду опять на должность советника для того, чтобы во второй раз, имея уже определенный опыт, уверен, что смогу сделать еще больше, чем я сделал в первый срок. Есть очень много проблем, есть много дел, которые мы начали, которые мы хотим закончить, и мы их закончим. Поэтому прошу поддержать мою кандидатуру. Также призываю вас поддержать на должность примара кандидатуру Николая Харламовича Дудогла, так как этот человек, будучи спортсменом, он завоевал больших результатов, был удостоен звания мастера Советского Союза. Придя домой, он занялся тренерской работой. Буквально за 2 года он был удостоен звания заслуженного тренера Республики Молдова. Заняв пост примара нашего города, все мы видим, какой объем работы был проделан за это время. Общаясь с людьми, мне некоторые люди говорят, что вот он сделал, потому что ему дают деньги. Дают деньги не просто так. Надо, наверное, есть, наверное, к этому человеку уважение, а в первую очередь к этому человеку есть доверие. А доверие надо заслужить. Поэтому у этого человека есть огромное доверие по всей стране и за ее пределами. Поэтому я считаю, что это самый заслуженный кандидат в примары. За 4 года, то, что мы работали вместе в Совете, скажу честно, было много проектов амбициозных, в осуществление которых многие советники не верили, но, скажу, благодаря упорству Николая Харламповича эти проекты все-таки реализовались. И думаю, уверен, что дальше Николай Харламович будет также плодотворно работать на благо нашего города. Поэтому всех вас призываю проголосовать за черную лошадь. А мой символ – это колесо. Также, кто считает, хочет поддержать,
призываю вас поддержать и мой символ, кандидат, независимый кандидат в советники Метелла Георгий Семенович. Спасибо. Я еще раз благодарю вас за участие на наших дебатах. Уважаемые телезрители, отведенное время для дебатов подошло к концу. Напомню, что в сегодняшних дебатах приняли участие независимые кандидаты Илья Минчогла, Георгий Метеогла и Дмитрий Мараль. Еще раз вас благодарю за Спасибо за приглашение. Ответы. Следующие дебаты смотрите завтра со следующими нашими кандидатами в советники. Дебаты провела Елизавета Ротарь. Я с вами прощаюсь, а вы оставайтесь на канале АТВ. Спасибо, до свидания.